Здравствуйте, уважаемые депутаты! Мы сегодня собрались на третий день пятой сессии 12-го созыва Верховного Совета СССР. 2 дня я, председатель Совета национальностей, вела сессию, первый и второй день. А сегодня третий заключительный день будет вести председатель Совета Союза Людмила Петровна Радченко. Людмила Петровна, передаю вам слово. Благодарю. Добрый день всем соратникам, единомышленникам, друзьям, коллегам, депутатам Верховного Совета СССР. Сегодня у нас третий день нашего знаменательного мероприятия. Значит, 29 октября 2021 года, 10 часов по московскому времени, мы начинаем третий день заседания сессии. Я вам сейчас представлю повестку дня. Первым вопросом будет выступление депутата Верховного Совета Федосеева Светлана Вячеславовна по теме «Молодежная программа и политика». Второе. Выступление Александра Ивановича Семенченко по теме «Идеология коммунизма». Третьим вопросом будет выступление председателя правления Совбанка Сергея Анатольевича Комкова. И заключительным выступлением, четвертым вопросом будет у нас выступление Марины Владимировны Пугачевой. И на этом мы с вами закончим эту сессию. Я надеюсь, что мы с вами поработаем плодотворно, будем активно принимать участие. Очень хочется слышать наших вновь избранных депутатов, их активность. Поэтому предлагаю не отсиживаться за спиной у друга, а давайте будем работать все вместе. Итак, по первому вопросу, мы, наверное, еще должны установить регламент. Людмила Петровна, Светлана Вячеславовна там слово просит, руку подняла. У меня экран, я не вижу. Я просто хочу поправить. По повестке, наверное, есть какие-то предложения, замечания. Фаруза Васильевна, я вчера предупреждала, что сменить название. Не то название, которое сейчас объявила Людмила Петровна, а «Молодежь и идеология». Я напоминаю, что я вчера предупредила об этом. Это мое упущение. Я прошу прощения. Значит, тема будет у нас «Молодежь и идеология». Слово дается Светлане Вячеславовне Федосеевой. Пожалуйста. Людмила Петровна, давайте утвердим повестку с изменением уже названия этого доклада. Давайте проголосуем тогда. Ольга Павловна, объявите, пожалуйста, голосование. Пошло голосование.
36 голосов за. Большинством голосов. Спасибо большое, Ольга Павловна. Итак, переходим тогда к первому вопросу повестки дня. Слово предоставляется Светлане Вячеславовне Федосеевой по теме «Молодежь и идеология». Пожалуйста, Светлана Вячеславовна. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада всех приветствовать на третьем дне нашей сессии, которая является замечательным событием в жизни всех присутствующих и граждан СССР. Я сегодня выбрала тему «Молодежь и идеология» не случайно. Почему? Потому что мы знаем, что молодежь – это те люди, которые у нас будут строить будущее нашего государства. И важно знать, что они думают, чем они живут, как они дышат. Поэтому тема доклада сегодняшнего – молодежь и идеология. Но начать я хочу с одного старого-старого поэтического произведения. Это произведение написал Самуил Маршак. Это про спор мудрецов. Вначале послушайте, а потом уже продолжим. Итак, слепцы, числом их было 5, в Бомбее явились изучать индийского слона. Исследовав слоновий бок, один сказал, что слон высок и прочен, как стена. Другой по хоботу слона провел рукой своей и заявил, что слон – одна из безопасных змей. Ощупав третий, 2 клыка, и утверждает он, на 2 отточенных штыка похож индийский слон. Слепец четвертый, почесав колено у слона, установил, что слон шершав, как старая сосна. А пятый, подойдя к слону со стороны хвоста, определил, что слон в длину не больше, чем глиста. Возникли распри у слепцов и длились целый год. Потом слепцы, в конце концов, пустили руки в ход. А так как пятый был силен, он всем зажал уста. И состоит отныне слон из одного хвоста. Как ни странно, мне кажется, что это характеристика любой идеологии, если мы будем говорить про идеологию как про систему ценностных ориентиров. Идеология – это может быть учение, это может быть направление. Но мне сегодня хочется поговорить про идеологию молодежи, как про систему ценностных ориентиров. Так, я подключаю демонстрацию экрана. Секунду. Так, сейчас видно демонстрацию экрана? Пока нет. Пока не видать. Так, секунду. Что-то тут опять. Сейчас, секундочку. Так, демонстрация экранов. Так, доступ, наверное, надо мне... Начать демонстрацию нажали? Я просто сейчас должна поделиться. Так. Вот сейчас видно, отлично. Здесь было. В 9 вы уже были, а я еще там была, отчет сдавала. Еще тоже. Я напечатала и все говорю, скидки.
Светлана Вячеславовна, вас не слышно. Светлана Вячеславовна, вас не слышно. Что-то со связью. У меня Ну, никогда теперь не было все такого. теперь есть. Видела не только меня. Светлана Вячеславовна, вас не слышно. Так, проблема у меня тоже с подключением, потому что я работаю в браузере. Проблема. Так, Ольга Павловна, ну вот я здесь бросила презентацию. Товарищи, откройте тогда презентацию у себя. Получается, тут у меня проблемы с открытием презентации. Я пойду по ней. Хорошо, сейчас попробуем. Откройте, пожалуйста, презентацию. Я сбросила ее. Да, все открывается, можно видеть. Отлично. Открывается, да? Ну все, тогда идем по презентации. Можете открыть. Итак, молодежь и идеология. Жить и действовать в эпоху перемен. То есть мы говорим про ценностные ориентиры молодых людей, взгляды на жизнь, их миропонимание. Молодых людей сегодня называют поколением Z. Как ни странно, но у социологов и исследователей нет единого мнения о том, вообще кого считать представителем поколения Z. В принципе, это молодые люди, которые родились с бурным развитием интернета. То есть граница, говорят исследователи, зависит от уровня развития технологий в стране, где родились молодые люди. Ну, например, западные социологи называют первыми зетами тех, кто родился в 1991 году, в год появления интернета, общедоступной всемирной сети. Другие начинают вести свой отчет только с 2001 года, когда интернет получил наиболее широкое распространение. Ну, например, в Японии, которая опережает всех по уровню внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь, к поколению относят даже тех, кто родился в конце 80-х годов. Но у нас в России, очевидно, первые такие молодые люди появились не ранее середины 90-х годов. Итак, по официальной статистике, я смотрела последние данные, это 33 миллиона человек в возрасте от 14 до 30 лет. Хотя пару лет назад эта цифра насчитывала 37 миллионов человек. Почему-то разнятся так данные. По официальной статистике Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, согласно которому молодежью будут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет. Итак, что же по официальной статистике представляет из себя молодежь именно в России? Например, что говорят сами про себя молодые люди? Свыше 45% молодых людей говорят о том, что они не задерживаются на одной работе больше 1 года. Дальше. Российская молодежь в качестве первого места работы рассматривает прежде всего сферу торговли и ресторанный бизнес. По статистике, 60% молодежи хотели бы открыть свое дело. Среди молодых россиян больше всего выпускников экономических и юридических факультетов. Обратите, ну нет рабочих профессий.
все почему-то захотели стать сразу экономистами и юристами. По официальной статистике 79% выпускников вузов ожидают зарплаты на первом месте работы от 35 тысяч в месяц. И по прогнозам аналитиков, до 2021 года количество студентов сократится до 4,1–4,2 миллионов человек. Итак, какие же главные отличительные черты современной молодежи? Я просмотрела много источников, но многие из них говорят о следующих чертах. Принято, конечно, испокон веков молодых породить, говорить, что они такие-сякие, не слушаются, идут своим путем, но, тем не менее, мы, как всегда, говорим о пресловутой старой проблеме отцов и детей. Все-таки на сегодняшний день, чем молодые люди отличаются, какие у них главные отличительные черты. Ну, например, уход от реального мира выдуманный, виртуальный. Не секрет, что большинство молодых людей больше половину свободного времени уделяют цифровым технологиям, сидят в интернете. Другая черта – это быстрый переход из крайности в крайность. Например, от аполитичности, полном безразличии к тому, что творится на политической арене, к политизации. Вы знаете, что происходят бурные процессы в стране. И, например, когда произошли события на Болотной площади, вся молодежь начала резко подключаться к политическим событиям. Потом также резко этот интерес схлынул. Дальше. Вот отсутствие какого-то целевого стержня. Что хотят добиться, куда они идут, зачем они идут. Вот какая-то бездумность, то есть метание из крайности в крайность. Эгоцентризм. Люди сосредоточены только на каких-то своих переживаниях, на каких-то своих проблемах, абсолютно не думая и не включая критическое мышление. Еще такая интересная черта. От полной невежественности к гениальности. Или детей определяют по их склонности, и они идут в школе через систему олимпиад в какие-то бизнес-инкубаторы. Это буквально единицы детей. До невежественности. Я, проработав более 35 лет с детьми, я учитель по своему образованию, должна сказать, что я до сих пор поддерживаю связь с родителями, и они жалуются о том, что дети не хотят учиться, о том, что пишут безграмотно, о том, что не интересуются ничем. Далее. Такая черта, как амбициозность. То есть запросы очень большие, великие. Амбициозность можно рассматривать за рубежом, в принципе, это рассматривается как положительная черта. Да? Когда спрашивают, какие твои амбиции, они имеют в виду не что-то, как мы в русском менталитете, да, что вы так амбициозны, то есть вы где-то палку перегибаете и слишком много вы хотите. А за рубежом это считается нормальной положительной характеристикой. В нашем случае амбициозность – это большие запросы. Дальше культ гедонизма стал процветать. То есть стремятся получать только удовольствие. Да, от всего буквально. От того, что они читают, от того, я имею в виду в интернете, от того, что они вкушают, от того, что они носят на себе. От лейблов, от марок. Дальше, какую марку телефона они при себе имеют. Естественно, увлечение поголовно цифровыми технологиями. Далее. Такая отличительная черта, как молчание. Но знак согласия в том случае, когда нужно принять какое-то волевое решение. Предпочитают ретироваться многие молодые люди. То есть, когда нужно включать ответственность, принимать серьезное решение, этого как-то не случается. И, естественно, высокие ожидания от окружающего мира, от рекламы. Очень много всего хочется попробовать, купить, сделать. Ну вот, пока только это ожидание.
И я уже говорила, иррациональное мышление, то есть больше переживания, больше уход в свое собственное, но никак не подключение рационального мышления, да, сопереживание тому, что происходит, согласование своих действий. Вот такие интересные, главные отличительные черты молодежи. Но с другой стороны, я просмотрела некоторые другие характеристики. Все-таки наша молодежь стремится к лучшему будущему. Центром Левады был проведен опрос 1500 молодых людей. И вот что они ответили. 70% опрошенных, да, респондентов сказало, что Россия нуждается в стабильности. Реформы должны проходить постепенно, носить эволюционный характер. 68% молодых людей сказали, что права и свобода личности – это главное для человека. Их нельзя ограничивать, даже ради блага всего государства и общества. 64% заявили о возрождении мощи и величия России, что оно невозможно без укрепления государственной власти. 67% сказали, что более справедливо то общество, в котором доходы человека находятся в зависимости от его квалификации и предприимчивости, поэтому могут ощутимо различаться. 60% говорят, что для нашей страны больше подходит демократическая форма правления. 55% в России должно быть государство, в котором все народы, проживающие на его территории, имели бы равные права и равные возможности. И такой интересный факт. 57% заявили о том, что необходимо восстановить мощь России как великой сверхдержавы. Только тогда Россия будет уважать в мире и считаться с ней. Так вот, такие предпочтения, такие ценностные ориентиры у нашей молодежи. Как же формируются эти ценностные ориентиры? Кто оказывает влияние? Я здесь списочек предоставила небольшой. Это, конечно, не полный список, но это моя точка зрения. Поэтому я считаю, что, на мой взгляд, именно вот эти сферы оказывают наибольшее влияние. После 90-х годов, когда произошли вот эти резкие изменения, переход от социализма к капитализму, появилась куча неправительственных общественных организаций, которые по сию пору присутствуют в жизни российской молодежи. Они оказывают громаднейшее влияние. Это различные разномастные религиозные организации, которые различные проповедники появились, в том числе и онлайн, которые проповедуют различные ценности. Но, естественно, политические партии, которые стали организовывать свои крылья, свои блоки из молодых помощников, из так называемых волонтеров, естественно, стали оказывать влияние. Но учебное заведение – это уже по умолчанию. Конечно же, средства массовой информации – это интернет, конечно же, мода. И бизнес-структуры. Вот опечатку увидела про НУС. Бизнес-структуры. Посмотрите, вот из всего того, что я проговорила, нет влияния той сферы, которая раньше была главнее всего. Это именно рабочая среда, куда молодые люди уходили, где растили кадры, государство растило кадры, где люди становились на крыло, становились увереннее, не только с точки зрения материальной независимости, а росли как личности. А сейчас посмотрите, из молодых людей сделали людей на побегушках. Работают множественные центры перевозки, развозки, различные логистические центры, ритейлы и так далее. Нет рабочих профессий. То есть тут никакого влияния не оказывается. А оно должно было быть. Если где-то есть производство частное, то оно оказывает незначительное влияние. То есть какие же должны быть, на мой взгляд, молодежные ориентиры
сегодняшнего дня. О чем люди говорят молодые, и я абсолютно с ними согласна. Вчера у нас была длительная дискуссия по окончании второго дня сессии, и в подтверждение хочу сказать, конечно же, молодые люди хотят социальных гарантий. Они хотят, чтобы, придя на какое-то место работы или учебы, они были социально защищены. Они думают о том, чтобы они могли самореализовываться в какой-то сфере деятельности. И, конечно, они должны быть удовлетворены своей собственной жизнью. Это по материалам издания «Ведомости.ру». Что же мы призываем? К чему мы призываем молодых людей? Прежде всего, проявить свободу воли, как способность принимать решения сознанием дела. Ну вот мысли зачастую звучат, что надо организовывать учебу, надо призывать людей и так далее. Я считаю, что при современном уровне технологий и если правильно распределять время, конечно, можно найти сферу приложения своих сил и, естественно, сориентироваться, куда пойти, что делать и как делать. Что же самое главное для молодых людей сегодня? Это самоопределение. Мы про это говорим неоднократно. Самое главное. Гражданином какой страны ты являешься? Определить свои ценностные ориентиры. Не мелкие, а те, которые будут строить нашу прекрасную страну, наше государство всеобщего благоденствия. Должны заняться четким планированием, ставить конкретные цели. Должны думать о безопасности действий для своей семьи, для своего близкого окружения, для самих себя. Быть грамотными, думать про самообразование и, конечно, заниматься самоанализом. По самоопределению пора бы уже определиться. Я вот здесь дала ссылочку в Яндекс.Дзен паспортных служб МВД РСФСР. Призываю молодежь обратить внимание на эту ссылку и прочитать внимательно все то, что там написано. Там даны наши службы паспортные, где можно заявить о себе как о гражданине СССР и утвердить свои социальные и гражданские права. Ну и, наконец, судьба дает нам жизнь, как детскую раскраску, обычный фон и контуры судьбы. А уж какие будут краски, решаешь это только ты. Цветная жизнь твоя или в серых красках, ругай художника себя. Судьба дает тебе раскраску, а дальше воля лишь твоя. То есть каждый молодой человек, начиная с 14 лет, когда мы говорим о том, кто такая молодежь, должны определиться, должны принять волевое решение, кто вы, где вы, куда вы идете, с кем вы. Почему? Потому что сейчас это уже такая крайняя точка, когда нужно сделать свой тщательный, продуманный, объективный выбор. И я к этому призываю всех. У меня все. Благодарим вас, Светлана Вячеславовна, за хорошо раскрытую тему. Это очень важно сегодня, потому что молодежи, как всегда говорим, молодежи наша дорогу открываем, а мы уж им помогаем. Может, у кого-то какие-то кто-то хочет высказать? Пожалуйста, вопросы. Кто желает что-то сказать по этой теме? Дополнить или высказать свое мнение? Так, Радий Константинович, пожалуйста. Спасибо огромное. На самом деле очень ценный и полезный доклад. Статистики, все такое. Немножко картину четко высвечивает. Конечно, в основном это относится и к России, но я думаю, что
В других республиках все примерно так же, ну или плюс-минус. Понимая, что это вот политическое такое наше заявление, да, такого рода доклад и тема на сессии, то есть это нас обязывает к тому, чтобы подумать о том, что мы можем, какие условия. Потому что наша задача – это создать условия. Я отец 2 сыновей, вырастил, воспитал взрослых. И, на мой взгляд, они нормальные, успешные люди. Хотя, как всегда, были оболтусами, разгильдяями, приходилось их макать лицом в жизнь, чтобы они что-то поняли. И, видимо, это общая черта любой молодежи. Они не знают, что такое жизнь, они пытаются ее понять. Вот. Но если окружающие условия такие, что они разочарованы в ней, да, они наблюдают каждый день, что происходит с их родителями, дедушками, бабушками, окружающими соседями, то возникают механизмы ума, которые, ну, скажем так, а зачем напрягаться? Вот и безразличие. А ничего все равно не будет, ничего мы не добьемся. Вот и безразличие. Да, понятно, любая молодежь хочет идти в те профессии, где они смогут достойно зарабатывать. Это естественно. Ну, кому же охота зарабатывать, скажем так, там, не знаю, 100-200 долларов, когда можно зарабатывать 1500-2000? Пытаются пойти туда. Вот, пожалуйста, отсюда статистика совершенно очевидная. Хотят быть экономистами, хотят быть юристами, хотят быть при деньгах. Это нормально. Наша задача понять вот причины, да, вот эти причины, которые и создать такие условия, чтобы экономические в первую очередь, потому что базис, не забываем, экономические условия, при которых молодежь, ну не все же талантливые юристы или талантливые экономисты, но могут работать и программистами, могут работать и в рабочих профессиях. Тем более мир уже современный, везде станки с числовым управлением. Сейчас рабочий не тот же самый, что и 80 лет назад. Для этого нужно образование. Вот. По поводу неправительственных организаций. Уважаемые товарищи, а что нам мешает возродить пионерию? Когда детям будет интересно быть пионером. Когда с ними могут работать люди, которым это интересно, да, учить их там ходить в лес, учить их выживать, учить их боевым искусствам, учить их много чему, рукоделию и прочих, занимать детей. Кто нам мешает это возродить? Что нам мешает возродить Коммунистический союз молодежи или какой-нибудь другой союз молодежи? Союз прогрессивной молодежи. Пожалуйста. Законодательно мы можем это возродить. Я вчера выражал свое мнение, что должно стать модным быть развитым. Должно стать это модным. Молодежь клюет на моду. Ну так давайте это правильно использовать. Молодежь хочет танцев. Ну хорошо, давайте их учить танцевать. У меня супруга, например, начала танцевать в 37 лет. Ее в детстве не взяли в балетную школу. Она там маленькая была слишком. Она начала танцевать в 37 лет и работала с молодежью. За это время, участвуя во всякого рода конкурсах, она успела сама стать и вместе со своими ученицами там, 2-кратной чемпионкой мира. И ее ученицы тоже чемпионки мира, чемпионки Молдавии, чемпионки Украины, на конкурсах выступая. И это молодежь. Она талантливая, она хочет самореализовываться, это правда. Давайте мы будем создавать условия, канализировать их энергию, потому что там просто полно энергии дурной. А мы можем вот с высоты нашей мудрости, нашей взрослости, мы можем эту энергию канализировать в такое русло, чтобы общество, в котором они вырастут, и наши внуки уже жили в хорошем, да, таком вот правильном состоянии. Это можно сделать. Я сужу по собственному личному опыту. Видимо, ну или мне повезло, или я так постарался. Но вот мои оба сына вполне успешные программисты. Хотя были шалопаями в школе еле учились. Но когда они поняли, что платят не за красивые глазки, а за качественно предоставленный продукт, они сейчас зарабатывают там хорошие деньги, я вас уверяю. Очень хорошие.
И чувствует себя замечательно. Сын вот старший купил дом в деревне, сам себе его строит. С утра там он на стройке на своей, после обеда он сидит, программирует. Все нормально с молодежью. Условия давайте создавать. Тогда будет и уверенность у них в завтрашнем дне. Если мы создадим правильные экономические условия, при которых они смогут самореализовываться. Это будет и идеологически подкованность, такая правильность, потому что, ну кто ты такой лошара, так они скажут, тому, кто не самореализовался, да ты вот там лузер, а я вот нормальный спец, и у меня там есть деньги, и я могу содержать свою семью, я не боюсь за своих детей, и права мои защищены государством СССР. Я человек, я с достоинством. Это если мы это сделаем, то, ну, видимо, для этого мы сейчас и работаем. Я это так вижу. Спасибо огромное за внимание. Сейчас вы, Роза Васильевна, потом Сергей Олегович. Хорошо. Предыдущий оратор Радий Константинович, я абсолютно согласна с вами. Мы видим это констатации фактов, да, Светлана Вячеславовна в докладе все изложила. Мы не можем навязать свое прошлое нашим детям, потому что много воды утекло. Мы должны принять вот реальность, исходя из этого, учитывая как бы опыт нашего прошлого, поддерживаю, вот кто предложил, да, пионерию, Радий Константинович, да, вот как раз это и есть идеология коммунизма, да, как общественная организация, пионерия октябрята, вот с малых лет, со школьной скамьи, с 1 класса, они будут уже совсем по-другому воспитываться, наши дети. А тот молодежь, который уже вырос, да, мы должны подумать, как с ними, как их правильное русло, как менять ценности. Это огромная задача. У меня все. Благодарю, Сергей Олегович. Добрый день еще раз всем. Значит, то, что вот было сказано и Радием Константиновичем, и Файрузой Васимовной, здесь можно подписаться, естественно, под каждым словом. Но мы говорим о чем-то. У нас-то ведь молодежь не слышит. А для того, чтобы она слышала, с моей точки зрения, должна быть четкая поставленная идеология. Наша молодежь на сегодняшний день в подавляющем своем большинстве это нормальные люди. И прогресс в обществе привел к тому, что взрослеют они намного раньше, чем взрослели мы, либо наши отцы и деды. Сегодня в 14 лет человек может и умеет по современным понятиям больше, чем мы. Но то общество, в котором мы на сегодняшний день живем, как правильно сказал Радий Константинович, не предоставил большинству из них возможности своего развития и возможности своей реализации того, что они умеют, того, что они хотят. А ведь большинство из них хочет работать. Оно хочет развиваться. Но ему не дают. Тот громадный разрыв, та пропасть между отдельными прослойками этой молодежи, это, конечно, зависит от пап и мам, о которых мы неоднократно уже говорили, которые участвуют в этом разграблении нашей страны, которые участвуют в подавлении личности в нашей стране. И приводит к тому, что на сегодняшний день большинство
той молодежи, той нашей, именно золотой молодежи. Я не имею в виду вот этих вот золотых мальчиков. Я имею в виду то золото, которое мы с вами имеем, но мы его не можем никак использовать. А ведь они хотят. Они, более того, многие из них, не живя в Советском Союзе, не зная, что это такое, что было в Советском Союзе, как это все было, они заходят в интернет, ищут, изучают, и им это нравится. Они этого хотят. Но извращенное воспитание за эти десятилетия привело к тому, что они хотят все и сразу. Да, они хотят работать. Но они хотят работать и получать сразу все и сразу. То есть нет последовательности. Я считаю, что, во-первых, у нас все-таки, и мы говорили об этом, и говорим об этом, и идем уже к этому, подходим даже уже, можно сказать, что должна быть четко обозначенная на бумаге, четко обозначенная государственная политика. Как в целом общества, так и по отдельным его направлениям. В частности, мы сейчас говорим о молодежной политике, о молодежной идеологии, о воспитании молодежи. Это комплекс мероприятий. В этом комплексе мероприятий должны участвовать не только мы здесь находящиеся депутаты, но и все, в принципе, все общество. Вот в этой программе должно быть все четко, ясно, недвусмысленно прописано. Все наши поступательные движения вперед. Конкретно в молодежной политике, в молодежной идеологии. Да, конечно, на сегодняшний день мы не можем, но я надеюсь, это временно, предоставить все возможности для реализации личности нашей молодежи. Но мы должны к этому стремиться, и мы должны это прописать. Поэтапные наши действия на перспективу. Как в тактической перспективе, так и в стратегической перспективе. Мы говорили об этом на прошлой сессии, но ввиду определенных событий нам это сделать к этой сессии не удалось. Я надеюсь, что таких потрясений у нас больше не будет, и мы сможем продуктивно над этим вопросом поработать и вынести уже свое конкретное решение, решение Верховного Совета СССР по этому вопросу к следующей сессии. Благодарю. Благодарю, Сергей Олегович. В завершении я хочу, Людмила Петровна, буквально немножко подвести итог. Я начинал со стихотворения Маршака. Там самое главное, что победил пятый мудрец, который всем зажал уста и сказал, что слон состоит из одного хвоста. Я о чем? Я про пропаганду. Понимаете, я все время думала, но почему случилось так в нашей стране, что разделились люди на две диаметрально противоположные группы с такими взглядами, что одни и те же самые граждане СССР гнобят других граждан. Понимаете, мы говорим про плохое и хорошее, про черное и белое, про дуализм. А мир-то, оказывается, все-таки не дуален, а все-таки он как сказать, триада подключается. Почему? Потому что есть те невидимые силы, та третья сторона, которая незримо влияет. Это уже пропаганда. То есть нам надо брать дело в свои руки. Нам нужно разворачивать так, чтобы молодые люди научились нас слушать, научились так анализировать события, так подходить к постановке дел, чтобы не было в дальнейшем стыдно за то, что они сделали, за то, что они сказали.
Благодарю, у меня все. Спасибо большое всем, кто принял участие в Похоже, сбой связи. Людмила Петровна, голос пропал ваш. Да и картинка тоже. Файруза Васимовна, продолжайте. Уважаемые депутаты, вторым вопросом третьего дня выступление Анатолия Ивановича Семенченко. Тема «Идеология коммунизма». Пожалуйста, Анатолий Иванович, вам слово. Анатолий Иванович, микрофон включите, пожалуйста. Я отключу. Меня не было, да, на связи. Что-то здесь с компьютером творится. Угу. Я уже объявила второй вопрос. А я тоже его объявила, только вы его не слышали. Не слышали, да? Анатолий Иванович, вы с нами? Если проблемы какие-то, вы напишите, пожалуйста, в чате. Ну, если технические какие-то неполадки, тогда мы к следующему вопросу перейдем. Пожалуйста, Людмила Петровна, вы уже... Переходим тогда к следующему вопросу. Я думаю, что Анатолий Иванович у нас найдется, он придет к нам. И слово предоставляется председателю правления Совбанка Сергею Анатольевичу Комкову. Будьте добры, Сергей Анатольевич, вам слово. Вы с нами, Сергей Анатольевич? Да, сегодняшний день, конечно, не очень... Наши программы все работают. Сергей Анатольевич также не может выйти, но сейчас его подключат через Telegram. Марина Владимировна, я думаю, что получится. Меня слышно? Сейчас слышно, да. Вам слово, Сергей Анатольевич. Да, Нет, это Анатолий Иванович. Анатолий Иванович вышел на связь. Давайте вам слово тогда. Микрофон. Я прошу извинения. Я прослушал сейчас вот выступающих предыдущих товарищей, и, честно признаться, вот просто отдельно выступать по какой-то идеологии коммунизма, просто это как дополнение к выступающим. Обратите внимание, насколько у людей есть желание иметь государственную идеологию. Обратите внимание, в выступлениях на протяжении вот 2 дней мы обращаем внимание, что необходимость идеологического строительства, идеологической поддержки стала катастрофически необходима. Что происходит на сегодняшний день? Мы прекрасно понимаем, вот есть у нас Верховный Совет. И вот все те вопросы, которые поднимали предыдущие ораторы, предыдущие депутаты, практически это касается формирования определенной идеологической стратегии и самого основного идеологической доктрины, которая необходимо на сегодняшний день, конечно же, укрупнять и улучшать. Что у нас на сегодняшний день? Ну, я скажу так, вот я возглавляю Совет непарламентских партий, у нас их 20, всего в стране у нас 46 в России, 46 непарламентских партий, и сейчас 4 парламентских партии. Что происходит? Все партии практически не имеют идеологической основы. Все партии приобрели фейковые структуры. Некоторые партии приобрели вообще статус такого политического сектантства. И когда мы говорим о строительстве власти, когда мы говорим о формировании власти, то, естественно, без идеологического строительства, идеологической поддержки формирование власти будет затруднено.
Мы можем много просто взять примеров о том, что практически вся политика, мировая политика, она поддерживается и строится на оказание помощи каких-то политических партий, которые выдвигают своих кандидатов в парламенты, которые выдвигают своих президентов. И все это обосновано, потому что данная структура политическая, которая сформирована в этих государствах, она практически приобретает форму народной. Где-то она консервативное большинство, где-то либеральное большинство, где-то большинство социальной направленности. Но такие партии существуют. Что же на сегодняшний день, вот что мы на сегодняшний день имеем? Я просто приведу пример о желании формирования идеологического строительства даже в Верховных Советах. У нас Верховных Советов на сегодняшний день, у нас их 6 Верховных Советов. Но не будем сейчас на этих Верховных Советах останавливаться, но некоторые Верховные Советы, зная о том, что существует вакуум идеологии, предлагают провести или создать в Верховном Совете комитет по идеологии. Я в данной ситуации участвовал в этой полемике и скажу такую фразу, что комитет по идеологии при Верховном Совете, который бы взял бы на себя глобализацию идеологического строительства, идеологическую поддержку формирования власти, это не его роль. Он не сможет, ни какая-то группа людей или, может быть, какое-то отделение, даже министерство по идеологии невозможно. Поэтому есть понятие, как коммунистическое строительство, есть понятие поддержки партийное строительство и поддержки партии. Я сейчас не хочу усугублять или уточнять, в каких формах можно, но для рассуждения можно, будем говорить, посоветоваться или предлагать друг другу. Что вот на сегодняшний день? Вот мы понимаем историю. Кто сформировал Советы? Первая конституция Советов РКПБ, это было формирование Советов, это 18-й год. Первая конституция, это формирование Советов. Вторая конституция, это формирование Союза Советских Социалистических Республик. Третья конституция, это уже глобальная задача строительства социалистического общества. Четвертое, это в 1936 году. Обратите внимание, в 1936 году строительство социализма, а в 1977 году утвержденная конституция, подтверждающая победу социализма и дальнейшее строительство коммунистического общества. 40 лет практически страна не нуждалась, а это какие годы? Это предвоенные годы, это война, это Гагарин в космосе, это атомная промышленность и так далее. То есть мы видим на сегодняшний день необходимость какого-то строительства не только на управление властью, конечно, конституционной работы. Вот выступающие депутаты позавчера, они прямо сказали, что надо подумать о Конституции. Мы прекрасно понимаем, почему Верховный Совет опирается, Советского Союза опирается на опору, опора на ориентацию Конституции 1977 года. Почему? Потому что нет идеологии, нет выбранной стратегической линии. Якобы Конституция 1977 года – это Конституция развитого социализма. Давайте строить строительство Верховного Совета на позицию развития идей социалистического общества. И тут возникает вопрос. На сегодняшний день социалистическое общество и вообще идея социализма до такой степени, будем говорить, извращены, в том числе и идеи коммунизма. И вот на протяжении 20 лет без идейного строительства государства, хотя я сомневаюсь, было ли оно строительство вообще, то, естественно, тут спорных вопросов очень много. Но мы не можем отказаться от строительства социализма. И мы не можем отказаться вот именно от общественно-экономической формации, как коммунизм. Вы знаете, что марксизм-ленинизм, хотя он опять же поддается критике, он классичен, он необходим как основа. Естественно, сейчас нельзя трактовать Ленина, как трактовали его, допустим, в социалистический период развития нашего общества. Почему? Он сложен в понимании. Сам ленинизм, он сложен в понимании в его трактовке. И вот это нагнетание изучения ленинизма, оно, естественно, вызвало и у молодежи, и у граждан некоторое такое непонимание, антипод. Люди поддерживали, но не понимали. Я вам скажу из опыта. Занимаясь
изучением ленинских наследий, марксистско-ленинских наследий, там, конечно, очень много спорных вопросов. Мы даже в Институте марксизма-ленинизма провели, когда он еще существовал при социализме, мы провели такую беседу. Давайте разберем работу Владимира Ильича Ленина «Империализм, империю, критицизм». Стопор. Даже ученые люди, они стопорятся. Естественно, предложение какой-то геополитической линии, оно осложнено определенными дискуссионными взглядами разных категорий. Тем более сегодня, на сегодняшний день мы с вами наблюдаем самое страшное явление. Это политическая апатия населения. Это огромное количество людей политически эпатированы к любому политическому процессу. Вот для чего у нас в стране, не только у нас в стране, и в странах социалистического, наших странах, наших республик, проведена система, многопартийная система. Вот здесь вопрос очень сложный. Сложный в чем? Не наше это изобретение, многопартийная система. Я вам скажу, что в 1986 по 1988 год здесь работала группа американских логистов, возглавляющий Робертом Блейком, Энни Маккензи, Гейл Хескинсом и так далее. Мы были ознакомлены с главным политическим управлением, с ее деятельностью. Больше того, мы участвовали в этой группе. Что произошло? Произошло изучение американского диаметрального среза сознания советских граждан для того, чтобы внести коррективы в разрушение Советской империи. И это действие произошло. Эти все материалы были засекречены. Сейчас о них можно говорить спокойно. И даже вся методика и вся структура диаметрального среза изучения общества, она практически известна. Что произошло? И тогда американцы, не буду говорить подробности, как разрушали Советский Союз, это отдельная тема. Это целая плеяда, и она еще будет много раз оговорена, и много о ней будут говорить и другие источники. Но самая главная задача Запада, западной идеологии, это разрушить Советскую империю и не допустить ее развития. С этой целью очень много пришло американских редакторов, американских специалистов, которые оказали помощь в формировании Конституции 1993 года. И вот здесь главная задача, будем говорить, антиподной общественности, это сделать так, чтобы в нашей стране не было ситуации государственной идеологии. И мы одна единственная страна в мире, которая не имеет государственную идеологию. Запрещено иметь государственную идеологию. Заменить чем? Эмоциональный вакуум надо замещать. Тогда было предложено американскими специалистами это внедрить систему многопартийности. Не для того, чтобы идеологически поднять население, а идеологически разобщить. И, конечно, для того, чтобы для разобщения идеологии, для невозможности объединения, для невозможности общности, вот с этой целью была создана многопартийная система. Больше того, когда многопартийная система уже сама по себе не работала, она работала где-то в первое десятилетие. Потом уже были очень большие партийные структуры, такие как Патриоты России, вот, дальше Казаки России, она очень многочисленные партии были у нас. У нас были Гражданская платформа многочисленная, Социалистическая партия, их было 3. Поэтому эти партии, они все от своего бездействия, невозможности участвовать в управлении государством, они приобретили такой фейковый оттенок. Что же делать нам? Какую систему и какую глобализацию в политике и в идеологии нам приобрести или взять на вооружение для того, чтобы укрепиться, развивать и вот практически поддержать вот все те вопросы, которые вот высказывались раньше. Вы говорили все на 150% правильные вещи. Но механизм этого внедрения, необходим механизм. А вот как раз механизма на сегодняшний день Верховный Совет не имеет. Потому что заниматься идеологией и заниматься, будем говорить, процессами воспитания в тонких вопросах, в больших вопросах, это вопросы там, отношения к религиозности, буржуазной массовой культуре, отношения межличностного пространства, заполнения эмоционального вакуума и так далее. Эти вопросы Верховный Совет просто не в состоянии, потому что это законодательная структура, это исполнительно-законодательная ветвь. Поэтому, конечно, здесь всегда станет вопрос, каким же образом и каким механизмом нам практически поставить идеологию в глобальную ситуацию, глобализировать ее и поставить ее как основа строительства социального будущего.
Мы ознакомились с работами Владимира Емельяновича Чебанова. Конечно, у него великолепная, есть очень интересная логика. Я даже скажу больше. Когда мы ознакомились с работой Владимира Емельяновича «Экономика коммунизма», что интересно было сказано? Это новое, да, есть какое-то дополнение. Больше того, если мы возьмем Маркса, по которому, кстати, живет мировая общественность. Общественно-экономические формации – это марксистское изложение формирования общества. Мы видим первобытно-общинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический. Обратите внимание, у Маркса нет социалистической прослойки. Развитие социализма, идеологию социализма уже дал Владимир Ильич Ленин. Он дополнил Маркса и сделал и внедрял ее на практику через партийное руководство, через структуру партийного влияния. И вот здесь становится вопрос, каким же образом нам строить идеологию, каким же образом нам прийти к нашему светлому будущему коммунизации мира. И вот здесь вот надо, Владимир Емельянович, если он слышит, вы просто умница, молодец. Просто, даже я скажу, что работа, она очень близка к гениальной. Когда мы прочитали эту работу, я ее дал еще на обсуждение, будем говорить, сторонниками, и мы даже такую провели дискуссию по поводу вот работы экономики и коммунизма. И там действительно есть интересная такая мысль, которая дана Владимиру Емельяновичу. Это система, как он сказал, гармонизации экономики. Может быть даже так, вот гармонично развивающая экономика, приводящая в новых формах к строительству коммунистической общности. Может быть так. А почему нет? Но на первых порах, к сожалению, мы не можем сейчас предложить вот эту формировку гармонизации экономики, потому что она неопознаваема общим составом населения. Она просто неопознаваема. Нам нужны огромные силы, чтобы провести работу по разъяснению, что имеется в виду, когда мы говорим о гармонизации экономики. Поэтому здесь сама социализация общества или построение социализма в новой форме, дополненная, конечно, с устранением всех недостатков пройденных лет, конечно, на первых порах здесь есть необходимость задуматься над этой проблемой. Все-таки социализация общества, конечно, гармонизация, социализация через гармонизацию, приведение его к коммунистическим идеям, коммунистическим началам. Но, а вот какой механизм? А вот теперь внимание, я бы хотел, чтобы депутаты все-таки, я скажу, что очень грамотные и очень разумные, будем говорить, собралась такая общность, депутатский корпус, все-таки подумали, а какой же механизм утвердить или, будем говорить, внедрить для того, чтобы вот эту позицию политики, вот эту позицию идеологического строительства. И вот здесь сразу же я вам просто отвечу, потому что я практик, организатор партийно-политической работы. Я скажу, а почему бы нет? Почему бы не поставить вопрос, даже на Верховном Совете, может быть, о восстановлении коммунистической партии Советского Союза? Конечно, абсурдность заключается в том, что партия сформировала советы, не советы партии. А партия сформировала советы, партия сформировала задачу строительства советского государства, Советского Союза, партия поставила задачу, ставила вот именно основные глобальные цены по строительству социализма и так далее. Но в связи с этим политическим полем, этой пустыней, идеологической пустыней, на которой мы оказались на идеологической пустыне. А больше того добавлю, на сегодняшний день практически вычищена вся оппозиция. У нас сейчас нет оппозиции в России. Она вычищается и в республиках. Она вычищается теми формами либерализации, которая введена и проводится сегодня вот эту политику. Сейчас мне тут подсказывают, что партия сдала нас. Еще раз говорю, партия не сдавала народ. Сдавала система управления. Еще раз говорю, потому что когда мы были очень близки к системе, будем говорить, политического управления, это касается ЦК, партии, не партия, а верхушка
верхушка была не готова, вот та перестройка, которую внедрил Горбачев, он сам к ней не был готов, а она не была придумана им, и она не была придумана Центральным комитетом. Эти вопросы делаются осторожно и тонко. Вот так делается, как есть приблизительно работа в Китае, в коммунистической партии. Вы обратите внимание, как они тонко проводят сейчас политику. Очень тонко. Почему? Они не стали делать какие-то жесткие решения и так далее, но они постепенно вводили систему НЭПа, натуральный НЭП. Не партия предала, а предали люди, которые были более близки к системе, будем говорить, влияния, западного влияния и системы. Тут, конечно, поработали американские специалисты, я прямо говорю, что поработали очень профессионально. Они поработали с Михаилом Сергеевичем. Я лично готовил доклад Горбачеву на предмет работы с американской группой, которые работали по снятию диаметрального среза сознания советских людей. Горбачев не стал заслушивать доклад на Старой площади. Он отказался. И тогда уже было понятно, что он уже абсолютно не в состоянии был в дальнейшем участвовать в изменении новых социальных процессов. Вот тут мне подсказывают, за жвачку и джинсы сдались. Да виновата наша экономика социализма, что, извините за выражение, жвачку и джинсы мы могли бы сделать по одному щелчку. Просто, будем говорить, классичность управления, консерватизм управления, будем говорить, инертность управления. Все это в 80-х годах и создала возможность как раз уничтожения Советской империи. Но сама идея строительства социалистического общества, в дальнейшем перехода эта идея, она просто гениальна. От этого нельзя отходить. Другой формы общности пока не предложено. Вот мы попытались ввести некоторым партиям дали предложение. В том числе было предложение казачьей партии, было предложение гражданской платформе. Тут гражданская сила, которая была подсунута до вертикали власти. Далее, дайте свою идеологическую платформу. Попробуйте саккумулировать идеологическую платформу развития, дальше концептуальное развитие нашего общества. Что вы думаете, нам дала казацкая партия? Она нам дала концепцию, когда я прочитал, я практически внизу подписал «Аминь». Аминь, потому что они основываются на том, что человек ушел от Бога, и если чем будет больше удаляться будет от Господа, то практически ничего цельного, ничего перспективного развиваться не сможет. Процесс спорный, процесс сложный, процесс очень важный, который необходимо обсуждать. Но все-таки надо подумать. Другого механизма, который уже, будем говорить, апробирован годами, апробирован, будем десятилетиями, мы на сегодняшний день не имеем. Если мы создадим партию другого типа или создадим партию другого номинала, другого названия, это будет 120-я, 130-я партия, которая формировалась на территории Советского Союза. Ее очень сложно раскручивать, и система внедрения или организацию работы, она будет осложнена. Почему вот такое предложение, вот есть КПСС, она все-таки партия. Вот мы же не боимся Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Мы тоже можем сказать, название старое, но мы не боимся. Мы практически могли же организоваться, смогли работать и организовываться действия. И проводится неплохая работа. Но на сегодняшний день работа Верховного Совета, она приобретает виртуальный вид. Она пока работает чисто виртуальная. У нее нет прикладной возможности участвовать во всех этих процессах формирования вертикали, в том числе исполкомов и так далее. Но идеология, она не бывает виртуальная. Она или есть, или ее нет. Кто может взять на себя вот эту большую работу идеологического внедрения и оказания помощи Верховному Совету для дальнейшей активизации деятельности и успешной работы по формированию власти? Конечно же, партия. Конечно, партия. Какая должна быть партия? Конечно, коммунистическая. Какая должна быть партия? Конечно, партия Советского Союза. Но, конечно, с другими выводами, с другими, будем говорить, подходом. Может быть, как-то более современно, более... Вот мы представили устав коммунистической партии, вот я Марина Владимировна прислал просто для ознакомления. Практически основы устава те же, но они дополнены на современный уклад жизни.
там все ну не все, а многие вещи видоизменены. Оно может обсуждаться, но попытаться создать вот идеологическую помощь для работы Верховного Совета, попытаться создать вот этот механизм, который будет развиваться, который должен развиваться. А еще большая задача. Партия может и должна работать в работе объединения в понятиях. Объединение в понятиях создания Верховного Совета, объединение между другими партиями. Ведь вы поймите правильно, от того, что мы будем игнорировать работу, допустим, КПРФ, игнорировать работу там парламентских, не парламентских партий, то ничего не сдвинется. А вот взять их на себя, убедить их, что они должны работать вместе с нами, а может быть в составе нас, это задача сложная, но она выполнима. Потому что все партии в смятении. Вот эти 46 партий, из них 20 партий это фейки. Остальные 26 партий это практически, опять же повторюсь, политическое сектантство. Они превратились в какие-то секты мало выполнимые, мало могущие и мало умеющие, вот так будем говорить. Они не опираются ни на какую глобальную идею. У нее их просто нет. Им надо эту идею дать. Им надо дать идею движения. Идею формирования социального благополучия общества, имея формирование общества другого типа. И вот, используя вот эти новые веяния, новую теорию, в том числе вот Владимира Емельяновича, спасибо ему, мы там много, это практически он дополнил политическую экономию на современном этапе. Спасибо ему. Поэтому главное, конечно, здесь нельзя допускать давление. Мы должны быть очень спокойны, очень методичны, очень внимательны, уметь слушать, не уметь противостоять какой-то дискуссии, которая отрицает все, а уметь слушать. И слушая, вот как мы держим Совет непарламентской партии, на понимании этих партий. Если бы мы начали толкать идею, то Совет мне очень часто задают вопрос, а как вот вы вот действительно можете, как можно эти партии вообще загонять в одну аудиторию? Сложно. Очень сложно, а практически невозможно. Очень много городов с этим не справились. Мы давали рекомендации в Омск, не справились. Мы давали в Новосибирск, не справились. Худо-бедно работает в Красноярске, худо-бедно каким-то образом идет идея объединения в Хабаровске, но там совсем другая политическая ситуация. То есть работа идет, но ее нужно каким-то образом сделать профессиональной. Кто может взять на себя задачу формирования профессиональной деятельности, идеологического строительства, идеологической поддержки формирования социализированной власти? Ну, конечно же, партия. По-другому механизма пока не дано. И вот есть такие великолепные предложения вот поступают от вас. Давайте будем работать над воспитанием. Вот там говорят, давайте создадим пионеров. А кто будет создавать пионеров? Мы пионеры, вот социалистическая партия, мы пытались создать пионеров. Почему? Это очень важный вопрос. Это 7-летних детей научить чувству коллективизма. Больше того, чтобы ребенок оценивал себя не только как член коллектива, но оценивал себя по труду. Там есть целый механизм вручения этих звездочек и так далее. То есть это все было уже разработано и использовано. Пионерия, октябрята, пионеры, комсомол и так далее. И вот в уставе партии, который мы предложили нового типа, там мне задавали вопрос, какое ваше отношение к молодежи. Конечно же, нужно формировать обязательно какую-то молодежную структуру. По принципу ВЛКСМ, может быть она каким, вот есть же предложение, может быть как-то назвать по-другому, но признать ее как ВЛКСМ. Вернее, по структуре ВЛКСМ, с ее опытом. Потому что у ВЛКСМ очень хорошо. Были, конечно, издержки. Критиковать можно все. Без недостатков не существует ничего. Всегда можно где-то найти какие-то элементы критиканства. Но в целом работа была очень хорошая. Она была организована. Она была плодотворно проводились и всевозможные фестивали в странах социалистического содружества. Ну, я эту работу просто наблюдал, проводил сам съезды, сам участвовал во всех этих фестивалях. Я говорю, профессиональная работа. Ведь возобновить это, мы забудем, что такое наркотики. Мы забудем, что такое порнография. Она сама по себе будет в какой-то степени
тонуть вот в этом в хороших идеях, в хороших начинаниях и в хороших желаниях. Это надо все возобновлять. Но это надо возобновлять, опять же, на профессиональной основе. Может ли Верховный Совет взять на себя задачи воспитания общества? Нет, не сможет. Он может попытаться, он может принять какие-то постановления, но эти постановления, они будут виртуальны. Партия же создается, она вот именно из народа и народа. Но народ сам партию не создаст. Нужна структура, организующее звено. То есть нужно предложить. А что такое предложить? Это просто, вот я же предлагал, что Верховный Совет предлагает применить какие-то действия, применить какую-то работу для попытаться создать или возобновить деятельность КПСС. Хотя бы начально так, хотя бы попытаться возобновить. Сама же КПСС, она уже как в своей партийной, организационно-партийной работе, она уже сама, получая какое-то, будем говорить, пусть в начале стадии направления от Верховного Совета, но она сама начинает расти, она начинает внутренне развиваться, она начинает внутренне совершенствоваться на основах, естественно, уже, будем говорить, классичности марксизма, ленизма, классичности новых предлагаемых идей. Вся дискуссия и споры о глобализации идеологического строительства, оно выносится за пределы Верховного Совета и переходит в систему механизма партийного строительства. Вы понимаете, вот это вот, если вы сейчас перенесете на работу Верховного Совета по вот систему глобализации идеологии, форм возможности идеологии, перейдете в систему воспитания, вы просто утонете во всех, вы не потянете, мы просто утонем. Ее надо вынести за пределы. Поэтому, вопрос, конечно, обсуждаем. Такое предложение, хотелось бы услышать мнение депутатов, хотелось бы. Конечно, здесь можно поспорить, но как предложение надо подумать. Надо просто подумать, потому что без идеологической поддержки, без идеологического участия, без идеологического строительства на какой-то партийной основе, конечно, все остальное будет приобретать форму большой сложности. Если взять, допустим, вы даже возьмите вот по Западу, они не гнушаются партийное строительство, но у них там одна задача. Это задача получения власти. Или консерваторами, или с республиканцами, или демократами, или либералами, или консерваторами. То есть в зависимости от того, как общество настроено. Но это общество не такое, у нас общество неоднородное, оно очень многонациональное, оно самое большое государство в мире, самое богатое государство в мире. У нас очень задач много и проблем. Конечно же, здесь нужно какие-то профессиональные формы работы. Приблизительно так. Все, конечно, не скажешь. Хотелось бы сказать больше. Но я просто, уже не делая никакого выступления, я просто влился в ту дискуссию, которая сейчас предварительно началась. Большое спасибо, потому что вы практически сократили мое выступление и дополнили его своим желанием и своими, будем говорить, взглядами на развитие нашего общества в перспективе. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Анатолий Иванович. Сейчас у нас руки подняли. Первая, по-моему, Светлана Вячеславовна подняла руку. Даем им слово, пожалуйста. Вот я уже как бы в докладе говорила о том, что страшно с той позиции, что сейчас говорят с речью, со словами и с понятиями. Например, я приводила пример со словом амбициозность, да, что подразумевается на Западе и что у нас в России. Я к чему говорю? О том, что сейчас везде в мире идет политика двойных стандартов. Да, китайское руководство говорит, мы за мир во всем мире, мы рады сотрудничать. Что на деле происходит? Экспансия, захват, выкачивание и так далее. Надо договариваться со странами, надо договариваться с другими людьми по тем определениям, которые вы ставите во главу угла. То есть сейчас нужно работать по дефинициям. Что у людей в голове творится, непонятно. То есть вначале нужно проговорить, правильно ли я понимаю то, о чем вы думаете, правильно ли вы мою точку зрения воспринимаете, а потом уже находить какие-то точки соприкосновения. Это очень сложная работа. Это вот первый момент я хотела проговорить. И второй момент.
наиболее самый такой серьезный и, не скажу страшный, а скажу серьезный, что стоит преодолевать. Идет такая политика наращивания противоборства именно с Россией по части, вот, например, сбора информации. Ведь посмотрите, если раньше, например, многие исследователи, тот же Ноам Хомский, многие там говорили о том, что я думаю, что нам в голову никогда не заберется никто, ни один, ни одна спецслужба, а сейчас посмотрите, что творится. Мы только подумали про рекламу, а ее мы подумали, мы даже ничего не сказали, а рекламу это уже показывают. То есть степень проникновения, степень сбора данных по нам настолько велика, что уже становится не по себе. То есть этому надо как-то противостоять. Я уже рассказывала на своих курсах, например, про безопасность и говорила о том, что очень часто используется на многих сайтах, зарубежных сайтах, такое слово, как синхронизация. Синхронизируйте это с кем-то. Задумайтесь, прислушайтесь, ничего ни с чем не надо синхронизировать, особенно устройства. Мы должны синхронизироваться, мы, чтобы стать сильнее в этом мире. Благодарю. Спасибо большое. Здесь еще Файруза Васимовна хотела высказаться, пожалуйста, вам слово. Да. Эта идея коммунизма отличная идея. Просто по-другому невозможно, как сказать, поднять народ. Через идеологию коммунизма все должно происходить. Но мы сейчас встретим огромное сопротивление. Да. Понимаете, какая пропаганда против коммунистической партии ввиду непонимания, как это произошло, да, ввиду как бы малограмотности, люди полностью окунулись, что коммунисты враги, все, там ни одного человека нормального как бы нет, да, настолько всех в это болото засунули, коммунистов, даже люди свои билеты членские боятся показывать уже, это как бы стыдно. Вот как мы это будем проделывать, эту работу, конечно, Анатолий Иванович нам, наверное, предложит пути, как работать аудиторией, которая прям аж яростно настроен против коммунистов. Как вы думаете, Анатолий Иванович? Анатолий Иванович, у меня вопрос к Анатолию Ивановичу. Анатолий Иванович, вы с нами? Будьте добры, ответьте на вопрос Файрузы Васимовны. У вас микрофон закрыт, Анатолий Иванович. Включите микрофон. Давайте, наверное, перенесем этот вопрос попозже, если он появится в сети. Угу. Следующий, кто хотел бы высказать свое мнение. Радий Константинович, пожалуйста, вам слово. Спасибо огромное. Да, у меня два пункта, которые я хотел бы четко обозначить. И первый пункт – это коммунистическая идея. Что это вообще такое? И если глубоко разобраться, согласно там, структуре языка и так далее, то слово «коммун», латинский корень, это общее. Другое слово «социализм», да, социум, это тоже общество, по-русски говоря. Вы понимаете, что это одни и те же корни, это одно и то же. Идеология коммунизма, она никак не новая для нашей территории, для нашей земли. И выражается одним словом – общинность. У нас общее право пользования этой землей. Это и есть коммунизм. Он уже здесь. Это нужно просто осознать. Мы получим большое число сторонников, если мы будем со всеми общинниками общаться, объясняя им это, что в СССР на самом деле общинный строй не первобытно-общинный, а общинный. У нас общинное общее владение территорией, землей. Государство – это мы, как вкладчики.
И мы же и бенефициары, мы же и получаем доходы от этого государства путем того, что организуясь в государство, народ, общинный народ создает ценности. И этими же ценностями пользуется. Поэтому идеология коммунизма, она здесь совершенно естественная. Но просто слово и партия себя дискредитировали. И это второй вопрос, по которому я хотел бы пунктик такой обозначить. Да, возможно, нужна партия, нужны идеологические специалисты, которые... Здесь я соглашусь, постановка вопроса правильная. Но реальность такова, что партия, коммунистическая партия Советского Союза себя дискредитировала в глазах народа. Это правда. Файруза Васильевна сказала, что стыдно партийцам. А почему партийцам стыдно? Ну, можно сказать, да, верхушка продала. А где были партийцы, когда верхушка всех продавала? Почему они не высказались? Номенклатура, да. Нас предала. Почему партия до сих пор по этому поводу не высказалась? Где официальное заявление Коммунистической партии Советского Союза, что она в этом не участвовала? Что она это осуждает? Нету его. Ну, сама коммунистическая партия растворилась в обществе. Вот именно. Да, потому что общество это... Мы с вами сейчас коммунистическая партия, мы работаем на создание общества, мы работаем на создание общества. Да, мы коммунистическая партия. И ничего страшного. Вот смена понятия о том, что люди очень часто боятся, что она себя дискредитировала. Да, она себя не дискредитировала, она просто даже не успела этого сделать. Потому что это дискредитация. Я прошу прощения. Кто хочет высказаться, поднимите руку, пожалуйста. Вы получаете, уже заходите в диалог. Не надо этого делать, пожалуйста. Я просто закончу. Да, то есть, если говорить о восстановлении авторитета партии в народе, а он был, это правда, авторитет был. И это правда, что партия, коммунистическая партия Советского Союза, там были, особенно в начале, да, на этапе строительства, на этапе восстановления, во время войны и после, партия имела огромный авторитет и чудовищно большое влияние, решающее влияние. Но сейчас дискредитация, то есть если партия до сих пор не дала оценку в виде политического заявления, то создается впечатление соучастия. Нас партия продала. Это выглядит так. Если это не так, партия должна об этом сказать. Если партия хочет восстановить авторитет в глазах народа, его придется восстанавливать. Ну, значит, нету. То есть, если мы хотим быть не виртуальным, да, я не согласен, что это виртуальный Верховный Совет. Не согласен. Исполкомы, советы реальны на местах. Люди на местах реальны. Юридическая помощь и юридическая среда, в которой мы действуем как советские люди, абсолютно реальная. Я вчера рассказывал, как вот суд на местах, даже вот эти вот суды, да, по морскому праву, им приходится соглашаться с реальностью. Ничего мы не виртуальны. Вот. То же самое с партией. Если партия хочет, если люди считают, что нужна объединенная руководящая сила, может быть. Но я думаю, что и в рамках исполкомов можно всю эту деятельность наладить. Просто создать соответствующий отдел в исполкоме. Отдел по идеологической работе. А мы и так все коммунисты, да? Мы и так все общинники. Русским словом говоря. Спасибо за внимание. Благодарим вас. Анатолий Семенович, очень, очень вообще хорошо все разъясняется. Прям я не удерживаюсь и выражаю здесь свои мысли по ходу. Следующий у нас, кто поднял руку? Анатолий Иванович хотел высказаться, его остановили. Пусть продолжит. Пожалуйста, пожалуйста. Прошу прощения.
Я почему? Потому что, в принципе, в прении по тому вопросу, который я выставил, речь вот о чем идет. Самой сейчас коммунистическая партия, чтобы она просто взяла на себя и признала свои ошибки, это просто невозможно, потому что ее нет. Ее просто не существует. Коммунистическая партия, она сразу же распалась, и коммунистическая партия осталась на местах, вот именно в сердцах тех коммунистов, которые еще есть. Зря говорят, что ну да, есть люди, которые боятся показать коммунистический билет, потому что все изменилось в мире. Мы с вами прожили целую эпоху. Мы с вами прожили целую эпоху изменения сознания людей. Над нами поработала так система средств массовой информации, что система потребительства, она стала в основу управления не только семьей, не только личностью, но система потребительства, которая была сейчас находится в наших умах и умах наших детей, она очень серьезно запала. И когда мы даже, если бы партия существовала, и она пришла бы и сказала, что да, вот мы виноваты в этом, оно просто не было понято, эпоха прошла. Прошла эпоха. И молодежь не видит КПСС. Я вот очень часто присутствую на молодых таких встречах, группах. Вот сформировались какие-то новые группы, вот у нас группы формируются, юных марксистов. Что я могу сказать этим юным марксистам? Естественно, мы входим в дискуссию, мы начинаем ребятам рассказывать, они кивают головой. И они толковые, молодежь-то в целом неплохая. Она у нас довольно развитая, тем более она несколько по-другому мыслит. Иногда даже нам надо учиться у молодежи некоторым формам воздействия, используя систему коммуникации, систему компьютеризации. Мы сами уже учимся. Но участие в этом воспитании через какую-то структуру, которая имеет вот именно глобальную сеть влияния. Вот тут мне ремарки такие дают, вот маленькие ссылочки о том, что давайте сделаем, чтобы коммунистическая партия занималась воспитанием молодежи. Вы понимаете, речь-то о чем идет? Речь идет как раз о партийном строительстве. А воспитание молодежи – это один из элементов работы партии. Это одна из направлений, которая, опять же, формирует свой дополнительный механизм. Вот она сформировала ВЛКСМ, она помогла сформировать пионерскую организацию, она порекомендовала вести октябрятское движение, оказывая помощь как бы учителя и главного стратега работы молодежи внутри себя. Партия не может выполнять функцию только, допустим, работы с молодежью и так далее. У нас эти функции, они очень слабые. При сегодняшней интенсивности оно мало эффективно. А я почему предложил? Потому что это же не говорит о том, что мы сейчас заявим, что вот КПСС, новая форма. Нет. Это ведение осторожной работы. Сначала мы же говорим о Конституции 1977 года, и оттуда убрали, то есть руководящей направляющей роли в Конституции 1977 года не было. Вот сейчас, когда мы обсуждаем, у нас ее не было, на самом деле она была основной. Руководящая направляющая роль была основной ветвью развития и внедрения Конституции 1977 года. Ведь что обманывать себя? Действительно, партия влияла на все вопросы жизни. Заходила в каждый уголок, вникала во все проблемы. Проблемы экологии, проблемы производства, проблемы воспитания, проблемы развития. Она вникала во все вопросы. Но она возникала не с точки зрения тонкостей, как вот работает, допустим, Верховный Совет, он работает непосредственно в направлении, дает указы, выполняя какие-то те или иные задачи. Она глобализировала эти вопросы. То есть она осматривала вопрос в целом. И почему, вот я говорю, вот КПСС, потому что название другой партии может быть, давайте думать. Но нам нужна какая-то структура партийного строительства для того, чтобы внедряться через систему коммуникации, через систему взаимоотношений с людьми. Исполком – это структура, исполняющая власть. Это структура, которая, следив за законами, выполняет и претворяет в жизнь развитие экономики и так далее. А система взаимопонимания мысли, мозгов, души, чего хотите. Кто это будет выполнять? Ведь даже работники исполкома, они не всегда в состоянии, не всегда специалисты, работая с людьми, касающиеся морали, облика и так далее. Они не смогут этого, они просто физически не смогут этого делать. Не их это роль. Я почему и говорил, что партия – это расширенная сеть, это формирование отдельных обкомов, обкомы формируют горкомы, которые уже влияют не на саму исполнительную, а они оказывают помощь. Они же оказывают помощь, будем говорить, в расширении понятия гражданин Советского Союза. Кто будет оказывать помощь? Конечно, партия.
Партия будет заниматься взаимоотношениями между структурами, которые сформируют. Вот, допустим, у нас есть Верховный Совет. Сам Верховный Совет к другому Верховному Совету не пойдет. Почему? Там есть определенные разногласия. Там есть, будем говорить так, система идеологического конфликта. Хотя практически конфликтов там нет. Задача одна, что те на 77 опираются на Конституцию 77 года, что эти опираются на Конституцию 77 года, что третьи опираются на... То есть они все, будем говорить, по своей идеологии это понятны и немножко, будем говорить, однотипны. Но кто сможет повлиять? Верховный Совет нет, а партия может. Она имеет и моральное право, и возможности, потому что она ведет политическую работу. Она ведет не исполнительную работу управлением государством, она ведет политическую работу. И она может пойти на сближение, она может, будем говорить, завоевывать каких-то людей, которые будут переходить на сторону, которые будут понимать. Она будет заниматься воспитанием. Воспитывать нужно не только детей. Нам, к сожалению, надо воспитывать и самого себя. Ведь сейчас вот этой всеобщей политической апатии, ее надо сначала эту апатию снять. Это огромнейшая работа. То, что хотим мы взять на себя задачу, эта задача выполнялась 3 конституциями. 3. Мы сейчас должны в короткий срок решить вопрос советов. Мы должны решить вопрос, опять же, образовать Советский Союз. Анатолий Иванович, мы сейчас остановить должны вас, потому что еще есть кто хочет как бы выступить. К этому вопросу мы не один раз будем возвращаться. Еще беседа много раз будет. Спасибо. Виноват, увлекся, извините. Ага, продолжаем. Людмила Петровна, продолжайте. Спасибо вам большое за такую уверенную тему. Я даже боюсь остановить, чтобы обратить внимание на регламент. Тема, вы посмотрите, как горячо сейчас дискуссия. То есть эта тема, она как бы была у нас за кулисами, а мы ее сегодня раскрыли кулисы и показали ее, что она действительно очень важна, эта тема. И сейчас мы вот ее обсуждаем. У нас Борис Михайлович поднял руку. Хочет сказать вам слово, Борис Михайлович, пожалуйста. Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. О, замечательно. Наконец-то у меня со связью что-то наладилось, могу хотя бы говорить. Меня зовут Борис Михайлович Каратаев, я представляюсь недавно среди вас. Сам я родился в городе Дубна Ростовской области, я коротко о себе, чтобы вы понимали, что я такое и что могу говорить, о чем, может быть, не могу. Родился в Московской области, как говорится, у меня был в основном опыт в строительстве, но много общался с людьми. В последнее время занимаюсь своим развитием, работаю в стройке, в такси, но в основном перевернул свое сознание с точки зрения того, что профессиональную деятельность использую не столько для себя, а сколько для себя в обществе. К чему я это сказал? Первое, небольшая ретроспектива к нашей сегодняшней сессии. Первое, по поводу молодежи. У меня 2 дочери. То есть, опять коротко вернусь к себе, дальше продолжу к чему. 2 дочери. Одна младшая, а другая уже выросла, ей 22 скоро. Они 2 совершенно разные, они не дружат. Я долго с одной стороны, прям скажем, страдал этого. Сейчас я только не страдаю, потому что я понял причины. Конечно же, причины в родителях. То есть во мне, в той женщине, которая их родила, родители. Мы их родили, но мы их недостаточно воспитали. В этом моя ошибка, в этом мое упущение. И к чему это все по поводу молодежи? Потому что моя, например, старшая дочь, она уже подросла и понимает многое. Я хочу сказать, что на самом деле, общаясь с ней и с ее ровесниками, я понял, что на самом деле не могут. Действительно, здесь говорилось о том, что они, я имею в виду молодежь, то есть до 21-22 лет, которые уже, в принципе, могут не только что-то, развиваясь, думать и развиваться, самообразовываться и понимать образование, обучаться, это разные вещи, нужно понимать. Вот, они могут уже конкретно работать, конкретно, если я верну,
четко работать в нашей... Да, кстати, какой регламент у меня? Сколько у меня есть? Я сейчас засеку, я готов. 5 минут, 10 минут. 5 минут. Сколько у меня было? 5 минут, хорошо. Да, ну я постараюсь быстро. Я тезисно. Значит, что касается молодежи. Да, они задумываются, они думают, они понимают. Вы даже не представляете, насколько. И даже вот вчера встречался с одной девушкой, которая работает в кафе, думает о том, какие у нее проблемы и так далее. Сейчас я подошел к тому, что да, действительно, их сейчас подвели к гедонизму, не к эгоизму, эгоизм состояние, гедонизм это конкретное уже, скажем так, совсем целая сфера. Да? Значит, это я так думаю. Могут быть другие психологические, психиатрические определения и так далее. У нас большинство из народа, людей и человек страдает разным отклонением умственного развития, которые приводят к тому, что у нас есть. Этим пользуются наши, извините, я скажу, враги. А почему враги? Потому что они действуют против человечества, против народа советского. Мы все это прекрасно понимаем, не буду объяснять, но их сейчас нужно отдельно каждому помогать, но не пропагандировать, а помогать развиваться и давать им понять о том, что не просто вот есть марксизм-ленинизм, да, там есть постулаты, которые нам до сих пор применимы. Это очень хорошо. Но есть вещи, которые в них уже не работают. Именно из-за того, что, во-первых, технологии дали скачок развития человека такой, что торможение психическое в определенных вещах, то есть шаблонное мышление не позволяет при наличии таких высоких технологий, такой скорости общения, обмена данных, что вот не позволяет реально добиться быстрого взаимодействия. Это я как раз говорю к тому, чтобы сподвигнуть на молодежь на общность. Ту общность, неважно, социализм, коммунизм, партийное обобщение. Да, партия это нехорошо в моем понимании, потому что это выделение части народа в определенную касту. Борис Михайлович, я прошу прощения, но у вас действительно вас не слыхать, у вас там свадьба идет, вас всех слышно, а вас нет. Поэтому надо, наверное, как-то сократить это время вашего выступления. И еще хочу заметить, что, Борис Михайлович, я прошу прощения. Вы конкретно по теме, которую мы сегодня обсуждаем, тему идеология коммунизма. А молодежь, мы уже закончили этот вопрос, он был у нас первым. Пожалуйста, если вы еще есть у вас что-то сказать, скажите. Только коротко, пожалуйста, мы затягиваем время сессии. Так, Борис Михайлович отключил телефон. Значит, у нас есть кто еще высказать именно по этой теме идеологии коммунизма? Мы сейчас именно этот вопрос рассматриваем. Я не отключал телефон, я как раз подводил к тому, что можно с этим сделать. Ну тогда, если можно, короче. Потому что вы начали рассказывать мнение ваших детей. Мы сегодня как бы мнение будем потом слушать детей. Мы сейчас здесь и сейчас. Так, значит, я это подводил к определенным вещам, которые сейчас уже минуту потеряли на то, чтобы вот припираться вот таким образом. Давайте я коротко скажу. Значит, для того, чтобы коммунизм, социализм строить, нужна общность, правильно сказано было. Но для того, чтобы сделать общность, нужно находить общие какие-то вещи с людьми, с которыми мы общаемся. А для этого необходимо не просто вот идеологические какие-то отделы там, или еще что-то создавать, а для начала понять вообще, что такое идеология. Это образ слова, который нужно нести людям. Соответственно, к этому нам нужны люди, которые могут это разобрать и понять. Это психологи, извините, в том числе психиатры, в зависимости от тех людей, которых мы хотим привлекать в коммунистическую идею. Коммунистическая идея, вот сейчас я как раз подошел к тому, это не только там в ЛКСМ или еще что-то. Я тоже был пионером, и
заходи в ЛТСМ и так далее. Но сама идеология коммунизма – это фактически ничто по отношению к тому, что происходит сейчас. Я не зря упомянул технологии и все остальное. Сейчас нужно к этому, ко всему подойти по-новому, убрать старые шаблоны. Но их при этом нужно использовать. Вот это парадокс. Нужно найти баланс. И Верховный Совет, которые другие, вот, кстати, хорошо было сказано, да, несмотря на то, что все пользуются одной конституцией, а там есть общие вещи, которые нужно привести к общности, а это уже будет, да, коммунизм здесь, да, у нас земля общий ресурс, пока они не смогли это отобрать. И это нужно этим воспользоваться для того, чтобы объединиться. Несмотря на это, несмотря на то, что у нас как бы 6 Верховных Советов, но надо объединиться. Вне зависимости от того, что там думают, надо хоть как-то с ними взаимодействовать. Либо уже делать критические какие-то выводы и действия для отторжения определенных, скажем так, структур от народа. Ну, к сожалению, это так. Соответственно, коммунизм, идея хороша тем, что нужно достигать общности, но нужно использовать новые методы. И нужно понимать, что самое главное, нам перевернули человеческие понятия, соответственно, их нужно поставить обратно с ног на голову. Я закончу. Благодарю вас. Спасибо большое. Так, у нас эта тема, я считаю, что уже раскрыта полностью. Выступающие еще есть по этой теме? Что, меня опять нету, что ли? Есть. Слышно вас, хорошо. Есть еще желающие выступить? Я думаю, что достаточно выступлений было по теме. Заканчиваем обсуждение этого вопроса. Переходим к третьему вопросу. Выступление председателя правления Совбанка Сергея Анатольевича Комкова. Будьте добры, вы на связи? Людмила Петровна, проблемы со связью у Сергея Анатольевича, но он записал свое обращение в Telegram, которое я сейчас попробую включить и для всех прослушать. Сейчас попробуем. Пожалуйста. Тема очень, конечно, интересная. Хотелось бы Людмила Петровна, я начинаю. Извините, пожалуйста. Спасибо. Скажите, слышно ли звук, который сейчас пойдет? Добрый. Меня зовут Сергей Комков. Я сейчас на сессии представляю интересы и, в общем, доклад по Совбанку СССР, как назначен управление Совбанка СССР. Значит, сперва, конечно, хочу всех поздравить сегодня с Днем Ленинского комсомола. Комсомол, он у нас укрепил вот этот социализм, который... Комсомол укрепил у нас социализм, вот, в веру в справедливость. Вот. Но теперь далее по банку. Что я могу доложить? Значит, первое, что работа идет достаточно уверенной. Значит, в этой работе участвует большая благодарность. Это Марине Владимировне Пугачевой, Ольге Павловне Райхер, Светлане Вячеславовне. Огромнейшее спасибо, потому что все эти наши женщины помогают нам в составлении документов. Светлана Вячеславовна участвует в переговорах международных, много документов переводит. Можем нас всех поздравить с тем, что Совбанк СССР зарубежные банки признали как легитимную государственную финансовую организацию. И они были удивлены, что это вообще возможно. Дело в том, что не только мы в России живем в обмане, весь мир живет в обмане.
Наши зарубежные товарищи, они, в общем-то, до недавнего времени считали, что Российская Федерация и Советский Союз – это одно и то же. И что, в общем-то, Советский Союз тоже под санкциями находится. Пришлось много усилий предпринять, чтобы разъяснить, что Советский Союз и Российская Федерация – это не одно и то же. Что Госбанк СССР работает, что есть наш советский золотой рубль. Вот. И, в общем-то, когда наши партнеры зарубежные стали проявлять к этому интерес, ну, потому что сперва относились к нам, ну, какой-то бред несут, какой Советский Союз, какой Госбанк, вот. А потом, в общем-то, мы эту брешь пробили. Наши зарубежные товарищи, банкиры, они узнали, что да, Госбанк существует, что Советский Союз существует. Вот. И те, значит, стандарты банковских операций, которые как бы используются в зарубежных банках, они составлены таким образом, что вот конвертация советского рубля в другую валюту происходит тоже в их центральных банках. То есть это вот такой заговор международный. Вот. И, в общем-то, стали искать возможности, как же, значит, мы можем использовать это в свои блага. Сейчас у нас есть договоренность сразу с несколькими зарубежными банками европейскими о том, что они нам предоставляют корсчета, чтобы мы могли, в общем-то, на этих корсчетах через свой банк открывать там пенсионные счета, депозитные, там зарплатные, транзитные и все такое прочее. Вот. Значит, вот первый это успех, что у нас признали как государственную организацию финансовую, 100% государственную советскую финансовую организацию, Совбанк СССР. Сейчас вот подошли к тому, что составляем соглашения межбанковские, межгосударственные соглашения о сотрудничестве. Технические вопросы, в общем-то, порешали о совместимости нашей IPI-программы с зарубежными. Вот. Подошли к тому, что вот на сегодняшний день сразу несколько соглашений межбанковских, значит, обсуждаем, договариваемся. Дело в том, что вот во всех этих банковских соглашениях просматривается везде, честно говоря, лукавство. То есть везде, так скажем, просматривается подвох. Так уже привыкли работать все вот эти финансовые организации, не только там в России, но и за рубежом. Для них немножко чуждо было то, что мы как бы открыто заявляем о том, что ну, это неприемлемо, это как бы не по-человечески, это не очень хорошо. Вот. Дело в том, что они не понимают, что наш банк, в общем, создан не для того, чтобы мы кого-то кредитовали, занимались ростовщичеством. Пришлось им долго объяснять, что наш Совбанк СССР предназначен для того, чтобы как инструмент для взаиморасчетов между организациями там, и людьми, вот, что мы не преследуем там, вот эту выгоду, наживу за счет кредитования, хотя кредиты у нас тоже предусмотрены. Для банкиров зарубежных это немного странно, как это банк не хочет, так скажем, наживаться на людях. Вот. Но это, я думаю, что вот этой теме я отдельно как-то вот в скайпе расскажу подробно, чтобы на сессии сейчас как бы не загружать, потому что приходится через Telegram вот такие голосовые сообщения. Скайп не поддерживается, что-то с интернетом сегодня. Вот.
Ну, хочу как бы еще раз всех поблагодарить за терпение, что долго ждали, когда же все-таки банковская наша система заработает. Да, она уже, так скажем, практически заработала. Остается подписать нам соглашения межбанковские, а остальное уже, так скажем, пойдет само собой. Вот. Так что ждать осталось недолго. Сейчас не буду называть точные сроки, чтобы, как бы, простите, не сглазить. Но и все идет к завершению, что мы сейчас запускаем полномасштабно банковскую деятельность нашего Совбанка СССР. Вот. Прошу, так скажем, за мой плохой русский, вот, что, может быть, не складно как-то все это рассказываю. Вот. Благодарю всех, вот, за внимание. Вот такое выступление было нашего председателя Совбанка, председателя правления Совбанка Комкова Сергея Анатольевича. Спасибо большое, передайте ему по связи, Ольга Павловна. Мы его благодарим за такую информацию, которую сегодня все спят и видят. Что же скажут именно по работе Совбанка? Оказывается, посмотрите, сколько работы сделано, и совсем чуть-чуть осталось. И вот это чуть-чуть иногда некоторым не хватает, которые начинают палки в колеса ставить. Но это чуть-чуть, их, которые палки в колеса, они сами себя и тормозят. А мы идем вперед. Без них и быстрее придем к цели, которую мы перед собой поставили. Вопросы будут какие-то? Может, пообсуждаем этот вопрос? У кого что можно сказать? Кто желает высказаться? Ну, Людмила Петровна, без, как говорится, докладчика сложно задавать вопросы. Ладно. Да, давайте продолжать. Нет, я не предлагаю вопросы задать, а обсудить. Может быть, кто-то хочет сказать свое мнение. Мы вопросы не будем задавать. Вопросы будут у кого? Можно мне слово сказать, Пугачевой? Пожалуйста. Прошу сейчас уже эту тему прекратить, обсуждать. Нам еще сегодня встречаться и переводить очень много документов, о чем было сказано Сергеем Анатольевичем. Давайте побережем свои силы. Слово предоставляется председателю Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Марине Владимировне. Уважаемые товарищи, необходимо дать небольшие пояснения, потому что поступают вопросы о том, кто у нас является руководителем Верховного Совета СССР. В Верховном Совете существуют две палаты – Совет Союза и Совет национальностей. А также создается постоянно действующий орган – Президиум Верховного Совета СССР. В палате Совет национальностей у нас председателем является Мустафина Фуруза Васимовна. Она и начинала эту сессию. И затем мы избрали председателя палаты Совета Союза Радченко Людмилу Петровну. Сейчас выступаю я, председатель Президиума Верховного Совета СССР Марина Владимировна Пугачева. Уважаемые депутаты Верховного Совета СССР и приглашенные, сегодня мы завершаем работу 5-й сессии 12-го выборного созыва Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Предыдущая 4-я сессия Верховного Совета СССР 12-го созыва прошла под девизом «Дать счастливое будущее будущим поколениям». На ней были озвучены цели и задачи, стоящие перед всеми осознанными советскими гражданами, готовыми восстанавливать отчизну. В течение полугода мы продолжали создавать законодательную базу для решения первостепенных задач. Результаты работы Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик за этот период, думаю, впечатлили многих. Особое уважение вызывает деятельность нового правительства СССР, Совета министров СССР под руководством Владимира Емельяновича Чебанова. Дан старт финансовой реформе. Президиум Верховного Совета СССР, опираясь на положение программы
возрождения двухконтурной финансовой системы Советского Союза, представленную председателем Совета министров СССР товарищем Чебановым, принимает исторически значимые решения для внедрения производственного контура денежного обращения, обеспечивающего предприятия реального сектора экономики страны оборотными средствами. Принятый закон о банковской системе в СССР позволит, опираясь на новейшие технологии, использовать все имеющиеся в стране финансовые ресурсы для восстановления народного хозяйства. Что касается человеческих ресурсов, недаром данная сессия проходит под лозунгом «Здоровье и благополучие советского народа превыше всего». Не отреагируем, и будет точка невозврата. В связи с чем выражаю надежду, что каждый депутат Верховного Совета СССР осознает, сколько предстоит сделать для сохранения и восстановления здоровья советских граждан, и старых, и малых, особенно в свете последних событий в мире. К сожалению, не все понимают свою ответственность перед будущими поколениями. Это касается тех, кто ради того, чтобы прокормить свою семью, убивает ежедневно членов других семей своих сограждан, прямо или косвенно. Пора их остановить. Мы имеем право защищать жизнь и здоровье граждан СССР законными методами, а это значит, опираясь на международные законы и законы, принятые высшим органом государственной власти Верховным Советом СССР и его президиумом. Нами уже сделаны первые шаги по защите жизни и здоровья советских граждан. Первым шагом к достижению безопасности была денонсация Устава Всемирной организации здравоохранения ООН, подписанный в городе Нью-Йорк, США 22 июля 1946 года. В связи с планомерным уничтожением населения планеты Земля, осуществляемым руководителями специализированного учреждения Всемирной организации здравоохранения ВОЗ ООН под видом борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Следующим шагом было признание преступлением против человечества и мира, принуждение к вакцинации, выражающееся в дискриминации советских граждан за то, что не были вакцинированы от COVID-19 из-за возможных рисков для здоровья или нежелания вакцинироваться. Однако слова на них не действуют. Необходимо предпринять другие меры для недопущения вакцинного национализма. Предлагаю для искоренения источника зла прекратить досрочно полномочия замещающих государственные должности руководителей регионов, губернаторов, глав и прочих, в первую очередь причастных к геноциду советских граждан, а тех, кто сопротивляется, многоточие. Уважаемые депутаты Верховного Совета СССР, позвольте напомнить, что наше главное богатство – это наши дети. Нам даны самой природой невероятные возможности, а обладая природной смекалкой, которой позавидует любой иностранец, неужели мы не придумаем, как спасти наше чадо, наш род человеческий? На этой ноте мы с вами закрываем сессию. Благодарю лично всех представителей союзных республик за участие в принятии решений, за проявленную смелость и неравнодушие к судьбе страны. Всего доброго. Удачи всем нам. Спасибо большое, Марина Владимировна. Да. На такой веселой нотке и закончим сегодня сессию, которая все-таки 3 дня мы плодотворно поработали. И я, как ведущая сессии, объявляю окончание заседания сессии.